литературу. Конечно же, программа имеет возможность знакомить себя с наилучшим огромным. Традиция сама в том, мы этим очень дорожим, что здесь наш город является национальным домом народ, который живет здесь. Все, которые приезжают к нам из других стран, из регионов Российской Федерации. Мы гордимся тем, что мы живем в мире и согласны. Конечно, эту традицию, эту заповедь наших предков для этого для того, чтобы люди узнавали традиции народа, просвещались. Часто возникают опасения, когда люди просто не знают традиции, своим светом создает возможность для того, чтобы сохранить традиции. Можно больше и больше людей, жителей нашего города, узнавали о тех глубоких традициях политических предков. Я вас искренне поздравляю, я желаю вам добра, мира, процветания нашему городу. Старые качества, иммунитет, свойства. Когда он сказал, что он прочитал отзывы коммунизма, сообщение столько различных президент того татарского писца, которого она прочитала, я на сегодня. И мои личные почти, к сожалению, называются, что для открытия экспериментов, но, конечно, наши ветераны, лидеры, и иные чисто они не вспомнят, сначала начало дети непосредственно участие, роль открыть эту школу, ее учились сначала слышали. Хочу чуть-чуть отвлечься. Кто-то, может, видел, в центральном телевидении многократно показывали сюжет, когда дочь одного из морского офицера, русского флота, который эмигрировал после окончания гражданской войны в Тунис, она где-то в начале 2000-х годов сделала инцидент в центральном телевидении, существует хорошо слышно, но рядом бегали ее, ходили ее дети, ее внуки, осталось где-то 47-50. Хочу сказать, что он потребовал всего от 2 поколений, и люди на чужой земле забыли. И могу сказать, что тогда, скажем, почти 500 лет мы живем в языческой среде, сегодня язык и культура сохранена. Это, безусловно, качество, менталитет, свойства народа, которые хотят иметь государство. Но хочу также сказать, что это стало возможно только потому, что было много татарских сел с опасным проживанием татарского народа. На сегодняшний день уже почти 20-30 лет ситуация меняется коренным образом, и все больше становится городского татарского населения. И если мы можем гордиться, что всего лишь через 7 лет после открытия начала дети непосредственно школы Сбирна нормальной муниципальной школы Якова, где учились сначала 179 молодых человек, то, к сожалению, для открытия второй нашей школы нам хватило 18 лет. И до сих пор такую школу мы сама и должен сказать, что мы уже неоднократно говорил, повторюсь, на 90 с лишним тысяч татарского населения Самарской области существует всего одна татарская школа, где учатся 40%. И осталось, а вместо 47-50 школ с татарских деревень, где татарские языки изучили, осталось всего 10. Поэтому мы можем легко прогнозировать, не имея высшего образования, не имея никаких научных степеней, что же станет с нашим языком и через сколько лет будут это по-татарски разговаривать люди. В этой связи хочется сказать, что с высоким душевным подъемом, как товарищ советского времени, недавно посмотрел интервью Алексея Ивановна Клименко, наш председатель Совета Федерации, второе лицо государства, председатель первой палаты Федерального собрания Российской Федерации. Да, она давала интервью о том, что за ужас с крымскими татарами, как они хорошо следуют в составе Российской Федерации. Вы знаете, я действительно очень порадовался. На самом стране и чуть-чуть удивился управление, потому что если крымские татары действительно еще один аспект Российской Федерации, это действительно хорошее национальное образование, телевидение, все условия. И вот я думаю, своя квота в крымском юридике, которая 20 лет, по-моему, обещана на вопрос образования, прекрасно. И у нас есть надежда, что тогда глядишь, что, например, крымские татары неплохо заживут в области Сибири, Самаркандской. И это меня очень-очень понравилось. Но я
хочу сказать, конечно, то, что у нас только одна татарская школа, нет россияне, нет национальности. Это, конечно, прежде всего, именно из заслуг разрешения. Это нужно преодолевать. Я думаю, что общими усилиями, если мы будем говорить, что действительно, ведь татарская школа Арсенал, где находится на несколько лет профессиональных детей и несколько классов начальников, первый, второй, третий класс. Она во всех отношениях показала, что это далеко не лучшая, одна из лучших школ городского Самара, Самарской области, и вошла в число 100 лучших школ Российской Федерации. Поэтому не хочется школы задача управления и общественного естества состоит в том, что нужно помогать убогим, нищим, бедным, бестолковым и поддерживать талантливых. Спасибо, что целеустремленных, настойчивых. Я думаю, что если городская администрация, я была на теперь на вопрос образования пришли в ведении Сберовской администрации, с помощью городской администрации будут помогать, что школ татарских становилось больше. И тогда, я думаю, это обязательно поможет усилить потенциал не только татар Самарской области или татар Российской Федерации, а всей Самарской области и всей Российской Федерации. С глубокой верой и надеждой в это президент Самарского областного татарского Тугантер, которому тоже в этом году стукнуло 25 лет, или стукнет до сих пор еще, но еще не стукнуло. Сразу хочу сказать, всем, которые когда-то проявили пассионарность и настойчивость, и которые сказали, мы татары и будем татарами, просто сказали, мы татары и будем татарами. Если, я думаю, что сегодня из 127 тысяч татар, которые проживают прописаны, зарегистрированы на территории Самарского, хотя бы половину так скажут, у нас не будет никаких проблем. Если мы захотим, и школа будет, и конференция пройдет, и День культуры пройдет, все будет. Надо только нам захотеть. Но не одному, двум, трем, а нам, татарам, всем захотеть. Или хотя бы наиболее ее активной части. Спасибо за внимание, с праздником. Я думаю, что эти праздники у нас уже будут. Дмитрий хорошо подсказал, я думаю, у нас обязательно будут следующие юбилеи. Значит, мы надеемся, что у Яхтылы и у вас школ будут еще 50-летие, 75-летие, с Божьей помощью, с помощью городской администрации, областной администрации и всей верховной российской власти. Спасибо за внимание.